За последние несколько лет Сербия стала одним из главных направлений для переезда граждан России. После начала конфликта в Украине в феврале 2022 года поток мигрантов резко возрос. По официальным данным МВД Сербии, с того момента в страну въехали сотни тысяч россиян, из которых более 50 тысяч оформили вид на жительство. В разные периоды назывались разные цифры. Только за первый год войны было зафиксировано свыше 370 тысяч въездов, а к концу 2024 года количество граждан России с официальным статусом проживания превысило 67 тысяч. При этом эксперты отмечают, что реальное число проживающих в Сербии россиян выше, поскольку многие пользуются практикой так называемого визарана, регулярного пересечения границы для продления законного пребывания. Таким образом, оценки варьируются от 100 до 150 тысяч человек, а вместе с краткосрочными пребываниями речь может идти и о сотнях тысяч. Большинство россиян традиционно выбирают для жизни Белград и прилегающий столичный регион, где сосредоточена основная деловая и культурная активность. Однако немало переселенцев предпочитают более спокойные районы на севере страны, вблизи границы с Венгрией и Хорватией. Одним из таких оказался россиянин Александр Кузнецов, который год назад покинул родину и перебрался в небольшой городок Бачка-Топола в автономном крае Воеводина. Здесь он решил осуществить свою давнюю мечту и стал компаньоном в открытии уютного кафетерия в историческом центре города. Заведение получило символичное название «Пушкин». По замыслу Кузнецова это не просто место, где можно выпить кофе, но и своеобразный культурный уголок, где сербы могут ближе познакомиться с русской традицией и проводить время в атмосфере уюта и уважения к общим духовным ценностям. Сегодня в Пушкин заглядывают и местные жители, и проезжающие мимо туристы, открывая для себя частичку России и сердца Воеводины. Все как везде. Единственное, что все-таки в плане аренды или каких-то человеческих взаимоотношений немного проще. Ну, естественно, это проще, если ты язык все-таки знаешь, потому что сербы, они хоть и все поголовно говорят на английском, потому что у них, например, здесь ничего не переводится, не озвучивается из фильмов, там дети смотрят мультики на английском, вот, но они не любят разговаривать на нем. И им всегда приятнее, когда человек говорит, хоть и криво, с ошибками, они могут там даже не поправлять, потому что они тебя все равно поймут. Если они не поймут, они переспросят. Соответственно, когда ты говоришь на местном языке, тебе проще. Мне проще было выучить язык, потому что я украинский знаю немного. Он точно такой же твердый, точно такие же есть инсинуации с некими словами и так далее. И было, для меня это была какая-то некая, знаешь, внутри табличка-схема, где я сразу же, вот, проходя новые какие-то языковые правила, оно прям ложилось все вот в одну пачку, стопочку и так далее. Многим очень трудно учить язык, особенно людям в возрасте, которые переехали сюда, уже имея за плечами 50 лет, например, и мозгу трудно адаптироваться. И даже если ты будешь его учить, на уроках ты будешь хорошо отвечать, очень страшно с людьми, в принципе, разговаривать на иностранном языке. Михаил, мой компаньон, он 15 лет работал баристой и всю эту кухню внутри знает. Думали где-то в Субботице или в Апатине, но все уперлось в то, что нам просто тупо понравился дом в Бачке, и мы сюда приезжали смотреть, какой здесь поток людей, есть ли здесь туристы, вообще какая проходимость вот на главной улице и так далее. И уже отталкиваясь от того, что мы купили дом здесь, мы поняли, что в Субботицу мы не будем ездить никогда в жизни, потому что это хоть и недалеко, но это все равно затратно по времени и так далее.
Причин для выбора Сербии несколько. Прежде всего, страны связывает безвизовый режим и возможность сравнительно просто оформить вид на жительство. Кроме того, большое значение имеют языковая близость, культурные традиции и исторически дружественные отношения между народами. В результате в Белграде и других сербских городах сформировались целые районы, которые местные и иностранные журналисты называют мини-Россией. Здесь открываются российские кафе и магазины, работают детские сады и школы, появляются медицинские центры и бизнесы, основанные мигрантами. Мы закладывали значительно меньше, потратили значительно больше. Как обычно. Да. Сколько? Ну, по нашим подсчетам, порядка 2 миллионов у нас ушло на весь... Что? Это местных денег? Динар, да. Ну, практически 20 тысяч долларов, да. Вот. Естественно, под конец уже мы занимали где-то там что-то, где могли доработать, дорабатывали зарплаты там и так далее. То есть, в общем, мы уже, так сказать, в общем, рискуя всем, чем только можно, мы уже... То есть обратного пути не было, нам надо было открываться, и мы решили, что уже потом как-то где-то мы доделаем, доработаем. Ну, собственно, что и происходит. Мы каждый день здесь что-то меняем, что-то обновляем, где-то дорисуем, где-то что-то поставим, что-то докупим и так далее. Был вариант такой, что шуточный, назвать нас КГБ. И я уже даже на полном серьезе начал это притягивать за уши. Кафич, Уграду, Бачка, типа там, знаешь, сербам нравится все русское, что-то нестандартное, что-то с отсылкой на какое-то там где-то советское время и так далее. И когда мы вот повесили свою вывеску «Пушкин», нам тут люди прямо через дорогу кричали, что «Боже, в Бачку Пушкин приехал, наконец-то!» То есть люди как-то оживились, обрадовались, и это был такой... Опять же, притягивая за уши эту концепцию, надеялись на то, что это будет такой вау-эффект. Не задавая вопросов, сразу понимали, что мы русские, и к нам тянулись. Таким образом, за последние несколько лет Сербия превратилась в одно из ключевых мест для эмиграции россиян. Масштаб перемещений отражает и политическую ситуацию, и социальные потребности людей, ищущих стабильность. Для самой Сербии это стало вызовом и возможностью одновременно, с одной стороны, выросла нагрузка на рынок жилья и инфраструктуру, а с другой появились инвестиции, новые инициативы и культурное разнообразие.